В эфире телеканала «Итоги дня», в студии Кристина Якупова. Здравствуйте. Главные темы вечернего выпуска. Вертолет Ми-26 прибыл в республику для оказания помощи в восстановительных работах в Верхоянском районе после паводка. Уникальная настольная игра будет презентована этой осенью якутскими разработчиками. От палаток до Каменки День алмазодобытчика отметили в Мирном. Капитальный ремонт продолжается в детской поликлинике Алдана. Плановые профилактические работы проведут на телеканалах НВК «Саха». Глава Якутии Сан Николаев провел заседание комиссии по координации работы по противодействию коррупции в республике. Он отметил, что в целом принимаемые меры дают свой результат. По сравнению с прошлым годом ситуация улучшилась. Вместе с тем необходимо улучшить работу в муниципальных образованиях. Также пристальное внимание должно быть уделено ситуациям, при которых возникает конфликт интересов. В районах республики выявляются типичные нарушения, такие как конфликт интересов и наличие учредительства в коммерческих фирмах со стороны служащих. Это серьезные должностные преступления, которые должны пресекаться на корню, отметил глава республики. В Верхоянском районе проводятся работы по просушке жилых домов и расчистке дворовых территорий. Там еще остаются подтопленными 7 дворов в селе Хаисардах. За сутки освободилось от воды 2 приусадебных участка. Всего расчищено от мусора 211 участков и просушено 84 жилых дома. Спасателями МЧС России продолжается оказание адресной помощи населению и эвакуация. Цеха «Энерго» восстановили энергоснабжение в населенных пунктах Верхояне. В работу введены трансформаторные подстанции «Квартальная» имени Васильева и гидрологическая в Верхоянске и нефтебаза в Батагае. Все объекты энергетики в Верхоянске работают в штатном режиме. Персонал ведет круглосуточный мониторинг состояния энергооборудования и уровня паводковых вод. В Якутию прибыл Ми-26 МЧС России в помощь в восстановительных работах в Верхоянском районе. Также планируется доставка продуктов питания и питьевой воды. С нарастающим итогом в Верхоянский район доставлено более 16 тонн продовольствия и товаров первой необходимости. Воздушное судно Ми-26 – это тяжелая авиация для доставки строительных материалов, тяжелой техники, оборудования для ликвидации последствий дождевого паводка на территории Верхоянского района. Борт уже прибыл на территорию Республики Саха-Якутия и стал на боевое дежурство. На сегодняшний день я хочу отметить, что все населенные пункты на территории Верхоянского и Кобяйского района полностью освободились от воды, приусадебные участки, жилые дома, а также социально значимые объекты. Продолжает работу комиссия по подсчету ущербов. Общественники, предприниматели и организации объединились с одной целью – помочь пострадавшим от затопления в Верхоянском районе. Сегодня представители УЛУСа собирают гуманитарную помощь от всех, кто не хочет оставаться в стороне. К акции присоединилось и крупное якутское производство «Саха-Булт», продолжит Саргалана Неустроева. По словам представителей компании, проигнорировать беду верхоянцев они не могли. Верхоянский район всегда поставлял для производства пушнину. Там у Саха-Булта расположены угодья, работают охотники. Скоро зима, и мы жертвуем теплые одежды, как обувь, спилкобувь и там часть шапок и изделий из меха. Кроме того, компания входит в состав общественной организации «Якутская Арктика». Ее председатель, депутат Госсобрания Илтумен Елена Голомарева, надеется, что действия Саха-Булта послужат примером для всех, кто может оказать помощь пострадавшему району. Некоторые части граждан хотят делать адресную помощь, поэтому попросили и у председателя Улусного собрания Екатерины Наговицыной список многодетных, у кого за 5 детей, список, и постараемся адресную помощь организовать. В свою очередь, некоторые организации благотворительностью занимаются регулярно. К примеру, в прошлом году компания «Водоканал» принимала участие в тушении лесных пожаров и также собрала гуманитарную помощь. Не осталась в стороне организации и в этот раз. В штаб гуманитарной помощи «Водоканал» отправил постельные принадлежности, бытовую химию и товары первой необходимости.
Ну и на этом не все. Значит, конечно же, та помощь, которая идет от сердца, она более такое существеннее, и поэтому водоканальцы сами мы уже собираем собственные средства через заработную плату, да, и будем предоставлять уже в следующую неделю. Сам штаб гуманитарной помощи работает с 11 июля. При этом желающих помочь много не только среди предпринимателей и организаций. Первая партия весом в 2,5 тонны уже была отправлена в Верхоянск. Это теплая одежда, продукты питания, средства гигиены, обувь и лекарства. Сейчас у нас концепция чуть-чуть изменилась, и так как вода уже пошла на убыль, проходят очень большие обширные масштабные работы на местах по устранению стихийного бедствия. И поэтому для нас сейчас в перспективе необходимо собирать дополнительные какие-то предметы обихода, которые помогут именно людям на территориальных работах. Имеются в виду спецовки, резиновые сапоги, перчатки, средства от комаров и многое другое. Сбор будет продолжаться до тех пор, пока это будет необходимо. Между тем, со слов земляков, сами верхоянцы чувствуют поддержку якутян и стараются не унывать, держаться бодро и не сдаваться перед силой природы. Саргалана Неустроева, Владимир Павлов, Георгий Григорьев, Якутск. В эти дни в Якутске в ряде районов наблюдается сильная задымленность. Причиной этому послужили очаги возгорания на границе республики и Хабаровского края. Шлейф дыма от лесных пожаров проходит через Усть-Майский и Амгинские районы. На сегодня фиксируется рост термоточек на территории Хабаровского края. Это более 200 тысяч гектар. Задымленность сохранится до тех пор, пока не изменится направление ветра или не начнутся осадки на местах возгорания, отметили в Росгидрометцентре. Ситуация с задымленностью будет сохраняться порядка 4 дней. Это будет связано, опять же, с направлением ветра и с осадками в районах, где действуют пожары. Надеемся, что этот дым в скором времени разойдется, и мы будем лицезреть чистое синее небо. В Якутском региональном отделении Российского Красного Креста началось обучение по реагированию на чрезвычайные ситуации. Обучать добровольцев прилетели из Москвы сотрудники центрального аппарата. В течение 4 дней волонтеры пройдут программу по первой помощи, первой психологической помощи, а также умению оценивать риски в чрезвычайных ситуациях. Желающих добровольцев было очень много, людей, которые прям хотели получить такие знания, потому что это одно из актуальных направлений нашего вообще движения, да, поэтому будем обучать круглогодично уже других дополнительных волонтеров, заключив соглашение со мной спасатель, да, чтобы в будущем они тоже постоянно не забывали свои знания и оказывали помощь населению. По окончанию тренинга добровольцы станут сертифицированными инструкторами по реагированию на ЧС. Участникам выдадут специальную экипировку. Всего на этом курсе обучаются 20 волонтеров. Отметим, что подобное мероприятие является первым опытом по всей России. Это пилотный проект, который мы начали с Якутии. Проанализировав все это мероприятие, мы в дальнейшем планируем транслировать его на все 85 субъектов. Следующий этап в конце августа – это будет такой же опасный район – это Хабаровский край. С 25 июля вступают в силу 2 федеральных закона, которые ужесточают административную ответственность, а также предусматривают уголовную. Данные изменения касаются лиц, ранее лишенных водительских прав, но продолжающих управление транспортным средством. Наказание будет зависеть от того, в который раз он попадается на данном нарушении. Первый раз грозит административная ответственность до 30 тысяч, либо арест до 15 суток. Также при повторном попадании ответственность у нас будет предусматривать от 50 до 100 тысяч рублей. И в случае, если в 3-й раз попадется, то уже будет нести уголовную ответственность.
Якутские разработчики готовят к запуску уникальную настольную игру. Кроме привычного игрового поля и фигурок, игра будет дополненная собственным мобильным приложением, которое позволит дополнять и изменять правила, делая игру каждый раз не похожей на предыдущий. Над созданием проекта трудились почти 4 года, разрабатывая сценарий, механику, игровые персонажи и так далее. Кроме того, по сюжету игры была написана книга, которая со временем может стать основой для фильма или мультфильма. Привлекать средства для массового производства игры разработчики планируют через краудфандинговые площадки. Первые 3000 экземпляров планируют запустить в продажу ближе к осени. И вот первый стартап из нашего IT-парка, который создал настольную игру, в скором времени выйдет на Kickstarter. И мы очень надеемся, что она добьется успеха как и в России, так и на мировом уровне. И это отрадно на фоне того, что у нас 27 сентября в Якутске будет запуск креативного кластера «Квартал труда», резидентом которого эта компания тоже станет. И вот как раз в этой игре есть и мобильное приложение, это IT, да, это и есть и дизайн, это фигурки, есть технологии разработки самой игры, ну и также музыка, да, которую писала местная группа «Уран». В день алмазодобытчика мирнинцы увидели всю историю алмазной компании. Праздничные мероприятия к юбилею алмазодобывающей промышленности начались в воскресенье. Как это было, расскажут наши коллеги. Тот случай, когда на газоне стадиона «Триумф» можно не только походить, но и посидеть, потанцевать. День алмаздобытчика в этом году прошел в непривычном формате. Не на площади, не в городском парке, а на стадионе. Атмосфера заряжающая, здесь можно петь караоке, танцевать, смотреть артистов из Новосибирска. Классная атмосфера. На представлении 65 лет пролетели за несколько часов. Организаторы шоу «Сердце алмазного края» тщательно продумали каждый этап истории. Вот таежная земля, на которую еще не ступала нога человека. Вот геологи-первопроходцы ставят палатки на месте будущего города. А вот и компания, что стала крупнейшей в мире в области алмазодобычи. Очень приятно вспомнить историю нашего города. Видеть эти кадры, мы смотрели, у нас наворачивались слезы. Сквозь преграды, превозмогая боль, усталость, люди построили вот то, что мы сейчас видим. Это бесценно, мы счастливы жить на этой земле. Спасибо, что дали возможность нам это все вспомнить. На стадионе участвовали 300 человек в хореографических постановках, но это больше было флешмоб, который приходил из одного в другое. То есть, на самом деле, эти картины надо было смотреть с неба, и мы поэтому показывали кадры с коптеров, и в трансляцию эти кадры попали. Слава Богу, и получилось. И был логотип, и было сердечко, и было много-много других фигур, которые мы хотели построить, и тем самым отправить некие сигналы в космос, да, запросить еще следующие счастливые 5, 10, 20, 35, 100 лет для компании, для мирного, для людей, которые здесь живут. Посмотрев театрализованное представление, мирнинцы, не жалея ног и голоса, вместе с новосибирской кавер-группой пели всеми любимые песни в караоке. Такого в алмазной столице еще не было. Я из Ленска приехал, да. Мне очень понравилось. Пятница, вот тоже сегодня, воскресенье тоже. Все замечательно. Как бы интересная, в общем, эта программа была. Ну и сейчас концерт тоже зажигательный. Песня. Атмосфера очень хорошая, потому что места очень много. Люди могут и полежать, и посидеть, и поесть, и потанцевать. Ну, места достаточно, очень хорошо сделано все. Все отлично, все хорошо, настроение огонь. Спасибо вам всем, с праздником. Тех, кто пришел на праздник раньше, ждал сюрприз. Гостям на входе раздали жетоны с номерами. Оказалось, самый везучий мог получить 3-дневное путешествие в Москву, где он посетит производственные объекты компании и экскурсии в комплексе музеев Московского Кремля. Счастливчиком стал житель Мирного Денис Молодовский. Это было неожиданно. Вот мы с корешем сидели и просто... неожиданно, по приколу думали, вот сейчас выиграет, будет здорово вообще. В
честь 65-летия алмазной компании в Мирный приехала Ума Турман. Не актриса, рок-группа. Братья Крестовские регулярно сотрудничают с «Алросом». Например, Владимир Крестовский дистанционно готовил некоторых артистов к фестивалю «Мирный поет о мире». А теперь он сам поет на стадионе алмазной столицы свои хиты и новые песни. После выступления музыканты не спешили уйти на отдых, фотографировались с мирнинцами минут 15. Теперь же братья Крестовские и их команда отправятся в северный мини-трип. Концерт дадут в Удачном и Айхале. Анна Брянская, Роман Ларин, медиакомпания «Алмазный край». В Нерингре продолжается работа по подготовке к предстоящему отопительному периоду. В прошлом сезоне специалисты выявили проблемный участок. Для того, чтобы исключить аварию, была скорректирована ремпрограмма и принято решение по перекладке теплотрассы. В настоящий момент в центре города на пересечении улиц Ленина и Дружбы народов ведется замена и перекладка труб диаметром 820 мм и длиной 130 метров. Уже выполнено 50% от общего объема. Ордер на проведение ремонта и разрешение на перекрытие дороги оформлены до конца августа. Понимая важность работы и социальное неудобство, к работе по перекладке тепловых сетей привлечены лучшие специалисты филиала Нерингер Энергоремонт, акционерного общества Хабаровская ремонтная компания. Мы планируем завершить данные работы как можно быстрее, чтобы приступить к следующему участку на перекрестке улицы Карла Маркса Аюнского. Просим жителей отнестись с пониманием. Данные работы проводятся для подготовки к предстоящей зиме. А по программе модернизации здравоохранения Якутии капитальный ремонт продолжается в детской поликлинике Алдана. В прошлом году работы были произведены на 2-м и 3-м этажах. Теперь настал черед 1-го. Как происходит обновление и хватает ли места медработникам и пациентам, узнавала Татьяна Вахнина. Совсем недавно здесь располагалась регистратура. Теперь картотека временно перенесена в соседнее крыло. Туда же переселились и некоторые другие службы. В детской поликлинике Алдана продолжается капитальный ремонт. Сейчас фронт работ развернулся в правой части 1-го этажа, после того, как завершилась отделка в противоположном крыле. Сделали нам ремонт детского кабинета, процедурно отремонтировали и кабинет врача. После ремонта мы, значит, вернулись в свой кабинет. Очень хорошо. Нам понравилось. Чистенько, аккуратненько, все на своих местах. Средства на ремонт больница получила по республиканской программе модернизации здравоохранения. Работы начались в прошлом году. Система отопления была заменена во всем здании, а на 2-м и 3-м этажах объем задач полностью выполнен. Вместо деревянных дверей появились специальные, предназначенные для медицинских учреждений. Отремонтированы полы, частично произведена кладка кафеля, а кабинеты оснащены сигнализацией. Загорается лампочка. Человек знает, что ему можно в это время как раз заходить. Можно что-то впечатать в компьютер и оформить документы. Это очень хорошее подспорье. В ходе работ была проведена частичная реконструкция помещений. Комфортным и уютным стал дневной стационар. А над финальной нотой, требующей фантазии, выдумки и креатива, вместе с мастерами работали сотрудники поликлиники. Они подбирали варианты росписи стен. Ну, вы знаете, это, конечно, сказка. Ремонт прекрасный, все сделано качественно. Вообще все практически учтено, что мы просили. Красивые рисунки. Вообще очень тепло на этаже стало. Когда ремонт был, мы работали на 1-м этаже, было организовано нормально, все хорошо. Поэтому мы неуютности не чувствовали. Прием пациентов ведется в обычном режиме, а виды работ, сопровождающиеся шумом и запахами, производятся в вечернее время. Ремонт идет интенсивными темпами. Электропроводка проведена, продолжается монтаж потолочных панелей, завершена кладка кафеля в лаборатории. После окончания реконструкции 1-го этажа работы начнутся в цокольном помещении. Татьяна Вахнина, Алдан. 3-е место в конкурсе «Лучшие товары Якутии» этого года занял сыр мягкий ленский. Этот продукт с момента его появления на местном рынке покорил жителей своим вкусом и стал одним из востребованных продуктов, производимым предприятием «Батамайское». Свежий, мягкий, экологически чистый продукт, приготовленный из натурального молока. Сыр ленский признан лучшим в районе. Занял он и одну из лидирующих позиций в республике. Мы подали на конкурс мягкий сыр.
И, конечно же, экспертная комиссия оценила наш сыр и по качеству, и по оформлению, и по всем другим характеристикам. И наш сыр занял 3-е место в лучших товарах Якутии. В день предприятие выпускает по 30 килограмм сыра мягкого и 100 килограмм полутвердого, голландского. Реализуется он в фирменных торговых точках предприятия «Батамайское», которых сегодня на территории города уже 3. Также в других магазинах. С недавнего времени новый продукт начали поставлять и в Мирный, и Айхал. Также ездили, представляли нашу продукцию в Айхале. Там за день ушло более 70 килограмм. И еще просили нас, просто с собой его не было. Вот. Но так он очень вкусный и разбирают его хорошо. Очень многие люди увозят также в Новосибирск, в Иркутск, просто как гостиница. Наш сыр вообще хорошо славится. Ежедневно магазин «Батамайский» на продажу принимает более 50 килограмм сыра. Разбирают линчане его буквально на глазах. Полюбившийся продукт берут даже целыми головками. Цена за килограмм 680 рублей. Надо сказать, она в разы ниже, чем на привозной. Но по вкусовым качествам сыр, произведенный на местном предприятии, ничем не уступает. Даже наоборот. Она вкусная, и вкус молока ощущается, и постоянно берем, покупаем. Скажите, а какой больше предпочитаете, лучше твердый или мягкий? Мягкий лучше, На завтра, там, с хлебушком, там, все такое. Сегодня предприятие «Батамайское» ведет строительство новой камеры созревания сыров, что позволит выпускать сыра в 3 раза больше. С запуском нового оборудования увеличится и линейка выпускаемой продукции. С недавнего времени предприятие начало и производство нового якутского кисломолочного продукта «Бырпах». На очереди творожная масса, 1,5% молоко и 1% кефир. Светлана Балеева, Виталий Андреев, Ленск. Национальная вещательная компания «Саха» временно приостановит телерадиовещание на период проведения плановых профилактических работ в среду 20 июля. С 12 ночи до 12 дня по якутскому времени приостановят работу телеканала НВК «Саха», Якутия-24, «Мамонт», а также радио «Т-Тим». Вещание возобновится автоматически с завершением профилактических работ. По данным Якутского управления гидрометеослужбы, завтра в столице ожидается погода без осадков, дым, ветер восточный 4,9 метров в секунду. Температура воздуха в Якутске ближайшей ночью составит плюс 13, плюс 15 градусов. Завтра днем воздух прогреется до плюс 26, плюс 28 градусов. На этом все. Наши корреспонденты продолжают следить за развитием событий. Оставайтесь с нами.